В рамках экономического форума «Деловая Ингушетия» уже в третий раз прошла и выставка «Инг-Экспо-Тур». На единой выставочной площадке участники продемонстрировали туристические проекты, представили изделия мастеров, начиная с простых поделок, сувениров и заканчивая картинами и мастер-классами по изготовлению ювелирных украшений. Гости получили возможность узнать об особенностях нашего края. Лейла Гайсанова продолжит. Выставка «Инг-Экспо-Тур», которая проходит в рамках форума «Деловая Ингушетия», сразу привлекает к себе внимание. Здесь представлены не только различные изделия, но и наш национальный танец. На выставке представлены все города и муниципальные районы Ингушетии. Кто-то демонстрирует изделия картинных галерей, музеев, предприятий сувенирной продукции, а другие – туристические фирмы. К примеру, относительно недавно открывшееся турагентство «Магаз-Тур» впервые принимает участие в такого рода форуме. Сегодня на туристической выставке мы первый раз, но мы представляем обширную продукцию, такую как выезды в зарубежные страны, такие как Эмираты, Турция, Таиланд, Доминикана. Но помимо этого мы предлагаем также внутренние маршруты, которые достаточно хорошо разработаны по Джарахскому району. Проезжаем мимо Осиновского ущелья, Вовнушки, Эгикал, Таргим, Тхабаерды и Храм. То есть достаточно разнообразно и очень интересно рассказываем о внутренних маршрутах. Турагентство предлагает экскурсии не только по земле, но и в небе. «Магаз-Тур» на выставке представил вот этот параплан. Здесь два места для пилота и пассажира. Полетная экскурсия составляет около 25 минут по окрестностям Назрани и Магаса на высоте около 400 метров. Он уже протестирован, поэтому все безопасно. Свою продукцию представил единственный в регионе, но активно развивающийся Арамхи. На всесезонном курорте туристы могут отдыхать круглый год. Мы с собой привезли мотоциклы наши горные, снегоходы, сноуборды, лыжи вернее. Что у нас еще? Сувениры разные. Ну и еще, конечно, мы в прошлом году его представляли. Это наш фирменный травяной чай. Отдых в Ингушетии, можно сказать, вошел в моду. И сейчас остается только наращивать турпоток и повышать уровень оказываемых услуг, чтобы увеличить время пребывания туристов в регионе, уверены в Комитете по туризму республики. Все центры туристические, находящиеся на территории нашей республики, в том числе гостиничные объекты, рестораны объекты, сувенирные центры, они все здесь выставлены. Вот клуб 4×4, который сейчас будет регулярно проводить джип-туры, джип-фестивали по горной Ингушетии, по республике. Впрочем, в общем, все действующие центры притяжения в нашей республике, они здесь сегодня выставлены. Каждый город, каждый район сегодня показал здесь свой потенциал, свои достопримечательности. То есть чем можно привлечь гостей и туристов, в том числе и местных, и приезжих. Чтобы никто из гостей Ингушетии не уехал с пустыми руками, ежедневно трудятся воспитанники Центра детского и юношеского творчества Джайрахского района, которые мастерят различные поделки своими руками, вкладывая в свой труд не только умения, но и душу. Пытаемся научить наших детей не только творить красоту, не только видеть прекрасное, но и учим их к будущей жизни. То есть они должны уметь зарабатывать, они должны уметь создавать красоту своими руками. Потому что, вы знаете, у нас республика развивается стремительно. Тем более в Джайрахском районе у нас развивается туристический кластер. Наши поделки всегда вызывают интерес у присутствующих. И многие из них с удовольствием приобретают как сувениры. Произведенную продукцию ручной работы представила Ассоциация ремесленников Ингушетии. У нас сегодня будет проведено 3 мастер-класса. А вся наша продукция, которая тут выставлена, основная, будет нацелена и на нашу национальную, и отдельно мы поставили более современную тут отдельно. Для всех желающих они провели мастер-класс по плетению проволоки. Мухаммед Гамурзиев показал, как за считанные минуты сделать ювелирные украшения. У меня сейчас медная проволока, но бывает огромный ассортимент, и золотая, и серебряная, посеребряная, на вкус и цвет, как говорится. Да. А также используются различные камни. Это могут быть и готовые, и природные. Также они и обрабатываются как самим, так и можно закупать готовые камни, которые не подлежат какой-то дополнительной обработке. Изделие готово. Если Ассоциация ремесленников демонстрирует свое мастерство прямо в павильоне, то участники поискового движения Ингушетии на выставку привезли уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны. Культурный туризм становится сегодня одной из главных составляющих туристических программ, и музеи здесь играют не последнюю роль. Один из них – Малгобекский музей «Память поколений». Сегодня мы на этом выставке представляем нашу военную историю нашего
края, Республики Ингушетия. Эти все предметы, артефакты, которые мы поднимаем вместе с бойцами в ходе полевых работ поискового отряда СКФО и других полевых экспедиций. Если вот эта винтовка Мосина, это было самое распространенное оружие, стрелковое оружие в ходе Второй мировой войны. Этот автомат ППШ, он называет его, тоже вот один из первых автоматических оружий, который использовался во Второй мировой войне. Весь потенциал, представленный Комитетом по туризму региона, осмотрели почетные гости делового форума. Увиденным они остались довольны и отметили, что туристическая сфера в регионе развивается активными темпами. Принимает гостей, иностранцев принимаем мы. Он находится, центр КамАЗ, вот он, его, вот это Назир Магомедович Мистоев. У себя дома? Здесь да, у себя дома, да. Инк-Экспотур в рамках форума проходит уже в 3-й раз, и в перспективе межрегиональная выставка станет международной. Этот вопрос уже обсуждается в Федеральном агентстве по туризму. Лейла Гайсанова, Гапурчах, Киев. Новости 24.